Всем добрый день! Мое путешествие по Татарстану продолжается. Сегодня будет очень интересный выпуск. Я в Сабинском районе. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Поехали! Знакомьтесь, это Ильнас, начальник комплекса. Сейчас он более подробно расскажет, чем же знаменита эта ферма и где здесь роботы и где здесь люди. Добрый день всем, меня зовут Ильнас, я начальник данного комплекса. Наш комплекс был открыт 1 июля 2019 года, вот уже скоро будет 2 года. В нашем комплексе установлены 4 робота Lely A5 последнего поколения. Успех доильного робота Lely Astronaut строится на принципе свободного содержания коров. Корова может сама выбирать, когда есть, пить или отдыхать, а когда идти на доение. Когда корова заходит в робот, она немедленно распознается по датчику на ошейнике. Информация о корове передается в систему управления Lely T4C. Доение подготавливается с учетом данных о корове, хранимых в системе. Благодаря им робот знает расположение сосков коровы и рацион, который ей нужен. Также для комфорта животных установлены щетки Lely Luna, ванна для обработки копыт Lely Velkway, налажен правильный воздухообмен для комфорта животных с помощью канадских вентиляторов Intec. Также установлены канадские шторы. Система навозоудаления налаженная. Навоз удаляется при помощи скреперов. Скрепер выдвигает насос в приямок. Через этот приямок с помощью насосов навоз удаляется вот в эту лагуну. Потом, когда этот навоз компостируется, мы его при помощи тракторов подпочвенно вносим в поля. Комплекс был построен по финской технологии. Проект искали очень долго. Наше руководство побывало во многих странах, и именно такой комплекс, который подходит нам, нашли в Финляндии. Главным отличием нашего комплекса является оно из дерева, из деревянных клееных арок. Этот клееный брус, он пропитанный. Она как пластмасса, огнестойкая и экологичная. Ей дали 50 лет гарантии. У нас уникальная система кормления. Эта система у нас в Татарстане была использована в первый раз. Это кормление снаружи. Как видите, это окошко у нас называется фидбол. Трактор приезжает, тракторист через автоматику тоже этот фидбол открывает и раздает миксером снаружи. Это позволяет минимализировать стресс животным, так как трактор не заходит вовнутрь, и с трактором, миксером бактерии, микробы вовнутрь не заходят.
Вода у нас поступает через фильтра. Мы следим за качеством воды, так как это очень сильно влияет на удои. Это тоже все роботизировано получается. Да? Есть определенное время, когда, ну, соответственно, вы программируете, Да. и еда приходит, все режимно, Да, правильно? Да, все режимно. В фильтрах есть как бы свой таймер. Через определенное время оно само моется. Поделись, пожалуйста, результатами. Какой у вас надой, на каком вы месте по району? На данный момент мы доим 34 литра на одну дойную корову. Это у нас второй результат по району. На этом позитивном моменте я хотел бы с вами попрощаться. Спасибо большое за просмотр. Это наш 4-й выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписки, комментарии. Следующее приключение. Я пока еще не знаю, куда я поеду, но это будет очень интересно. Если у вас есть какие-то предложения, пишите в комментариях, пишите мне в личку. Обязательно съездим, расскажем об этом человеке, чем он занимается. Я люблю наш Татарстан. Любите так же его, как я. Всем пока-пока.